На востоке Украины неделю не утихают обстрелы украинских сил боевиками. За 7 дней около 10 украинских солдат погибло. Получили ранения десятки. Одновременно с этим в столице проходит марш равенства. Больше 1000 киевлян вышли на главную улицу столицы, поддерживая гей-сообщество Украины. А вот в соцсетях по этому поводу мнения разделились. Представители церквей, праворадикальных общественных и политических организаций оказались категоричны в своем мнении. Не понравился Киев Прайд и тем, кто сейчас на фронте. В моем понимании это мерзость. У нас крайне серьезные обострения на фронте. В день, когда проходил гей-парад, у нас были погибшие ребята. Парад равенства, да? Что значит равенство? Если вы равны, приходите к нам в окопы и вместе с нами защищайте нашу землю. Нам навязывают ценности, несовместимые с моралью христианства Украины. Правда, некоторые солдаты и военные волонтеры просят Василия Будика не обобщать. Да, это манипуляция. Военное руководство, оно не думает ни о каких парадах. Оно не думает ни о чем. Оно выполняет приказ от высшего, от главнокомандующего и идет к низу. Поэтому им некогда и по уставу им запрещено. Страна живет, и она должна жить, несмотря на то, что идет война. То высказывания у них отовсюду. Вот любые аргументы, лишь бы против. Любые аргументы. Скажите мне, пожалуйста, из-за того, что погибли люди, отменилась хоть одна свадьба в стране? Проблема нетолерантности общества и проблема закрытости и отношения к геям как к людям второго сорта заключается в том, что они не могут о себе рассказать правду. И любой человек, воюющий, может оказаться геем. Их по статистике от 3 до 7% в любом сообществе. Богдан Глоба – открытый гей и организатор марша равенства. Агрессии со стороны общественности уже не удивляется, да и не боится. Только спешит радикально настроенных оппонентов разочаровать. На фронте действительно воюют много ЛГБТ. Есть и девушки из сообщества, и геи тоже воюют. Эти ребята не боятся и также попадают под пули. Но на войне они не говорят в открытую о своей ориентации, потому что это физически опасно. Также много волонтеров нетрадиционной сексуальной ориентации, помогающих армии. Мы провели марш равенства. Это борьба за права человека, а не карнавал или шествие. Тем не менее, противники ЛГБТ-сообщества в армии в одночасье не поменяют своего отношения к киевскому прайду. Но Глоба со своими соратниками собирается поддерживать сексуальное меньшинство на фронте. Разрабатывает законопроект по ранению их в правах в обществе, то есть добивается аннулирования запрета на донорство, на однополые браки и ограничения в выборе работы для открытых геев. Также собирает очередную гуманитарную помощь солдатам в зоне конфликта, чтобы хотя бы уменьшить градус споров о ценностях. Ирина Кононенко, Андрей Лысак. В настоящее время. Славянск, Киев.